Добрый день, дамы и господа. Мы продолжаем цикл передач, посвященный лучшим боям Тайсона. В эфире с вами, как обычно в таких случаях, наш замечательный тяжеловес Игорь Высоцкий. Здравствуйте. И обозреватель газеты «Спортэкспресс» Александр Беленький. Сегодня мы с вами увидим очень важный бой в жизни Тайсона. Состоялся он 7 марта 1987 года вот с этим гражданином слева. Звали его Джеймс Смит, но как его звали, я имею в виду имя, а не фамилию, разумеется, он, по-моему, сам забыл, потому что имя ему заменила кличка Bone Crusher — Костолом. Костолому Смиту на тот момент принадлежал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA, а Майк Тайсон уже владел титулом WBC, который он завоевал 22 ноября 1986 года, то есть за несколько месяцев до этого в бою с Тревором Бербиком. Мы с вами этот поединок видели. Ну, я воспользуюсь возможностью немножко рассказать пока о Джеймсе Смите, который на ваших экранах сейчас снова. Был это довольно своеобразный тяжеловес. Репутация у него была, знаете, довольно странная. Никто толком не знал, чего от него можно ожидать. Послужной список на тот момент у него был 19 побед, 5 поражений. В общем, для звезды многовато. Причем, если поражение от Ларри Холмса, это, в общем-то, простительно. Ларри Холмса в расцвете, да еще только в 12-м раунде, правда, нокаутом. Поражение уже от Тони Табса выглядело так. Не столь солидно. Мы Табса с вами тоже видели. Правда, он побеждал Хосе Рибальто, которого мы видели с вами в бою с Тайсоном. Тем не менее, никто не предполагал, что он будет серьезным соперником для набравшего уже полностью обороты Тайсона. Свой титул он завоевал при довольно странных обстоятельствах 12 декабря 1986 года, за 3 месяца до этого поединка. Он встретился с Тимом Уитерспуном, известным сильным тяжеловесом, и нокаутировал его в первом раунде. Точнее, трижды посылал в нокдаун, после чего рефери остановил встречу. Но Уитерспун был как раз сильным боксером. И, кстати, Смит ему проигрывал. Он проигрывал Уитерспуну по очкам в 1985 году. Но говорят, что Уитерспуна на тот момент победил не столько Смит, сколько наркотики. Ну, а теперь я, наконец, передаю слово Игорю Высоцкому. Игорь, ну, прокомментируй как-то начало поединка. Ну, вот начало поединка сразу начинается. Тайсон начинает давить. И снова, как в предыдущих боях, сразу, видишь, они вроде высокий боксер должен держать дистанции, а они сразу клинчуются. Ну, может, это все специфика профессионального бокса, в общем-то. Они любят ближний бой. И в ближнем бою они так осуществляют свои комбинации, интересные очень удары проводят. Мне кажется, сейчас Смит неплохо сначала действовал джебом, там раза два он так ткнул, да? Но потом, по-моему, пропустил удар справа. Правда, вскользь, но как-то выражение лица у него было... Ну вот, атака была... Атака Тайсона, но она не достигла результата никакого, потому что все удары были, в общем-то, мимо. Вскользь, так, по плечам. Ну, Смит сейчас хорошо весит справа ударом. Да. Вот. И вот, пожалуйста, опять клинчуется сразу. Ну, так, первое впечатление о Смите неплохое, да? Ну, держится хорошо. Ну, это пока первый раунд. Видно будет дальше. Дальше будет интересно. Еще. Ну, я хорошо знаю этот бой. Бой я не видел, так что ну, да, мне как раз интересно посмотреть.
Небольшая пауза здесь. Вот. Попал ведь сейчас Смит. Вот, может быть, вскользь немножко. Понимаешь, он попал, но этого недостаточно, чтобы, например, остановить Тайсона. Это он не сильный удар-то, в общем-то. Не вкладывался, да. Да, он не может вложиться так со всей дури, со всего размаха ударить. Вот сейчас вот был хороший удар, но вскользь. Нырнул Тайсон, да. ушел вниз. Ну, Смит, вот, по крайней мере, по сравнению с другими соперниками Тайсона, производит, скажем так, вполне приличное впечатление. Самое главное, что вот свою он бы держал, свою игру, свой бой бы. Не давал Тайсону бы работать, и сам бы просто работал бы. Ну, хорошо. Мне кажется, что у него вот для того, чтобы вот держать Тайсона на джебе. Так. Опа. Вот у них и драка, пожалуйста. Ну, это что-то друг друга оскорбляли, они видно. Ну, так, по-моему, Тайсон что-то сказал. Хотя мог и Смит сказать. По столом все-таки что-то там. Наверное, сейчас нам покажут этот момент. Ну, не знаю, мне показалось, что я вот начал говорить, забыл, переспомнил, что Смиту, вот, чтобы держать его на джебе, не хватает немножко скорости передвижения. Да? Вот помнишь, как Али делал? Он же не только на джебе держал, он же двигался прекрасно. Вот повтор. Ну, нам бы еще со спутника показали. О чем-то разговаривали? Да. Вот. Сразу видишь, это хорошая защита была у Тайсона, и сразу же провел контратаку. Да, и еще там в клинче так элегантно надавил предплечьем на горло. Отойдите, говорит. Вот разойдитесь, прям, да, шаг назад. Да, нет. Вот сейчас просто идет обмен такими. Я не сказал бы, что жесткими, но такими ударчиками. Ну, неплохо атакует сейчас Смит. Что-то у него получилось. Несколько мимо, правда, но зацепил. Ну, держит, видишь, Смит держит его. Ну, он, как и все соперники Тайсона, он, так сказать, зажимает. Предупреждение, что за удержание, да, постоянно. Вот интересно, Тайсон прямо на грудь кладет свою голову и вот головой мешает, в общем-то, своему противнику, там, может быть, и наблюдать за ним, как-то чувствовать его. Я заметил, что голова, видишь, постоянно на груди. Видишь, на груди. В ближний бой входит, и постоянно на груди у противника. Да. Обычно нас, когда в ближнем бой учили там в ближнем бою работать, то голову кладешь на плечо. Он, наверное, просто до плеча не достает. Не достает, да. Он... Ну, он еще... по раунду там вот Тайсон выигрывает. Да, конечно, конечно. Он еще, знаешь, иногда делал, он, когда соперник крепко вышел, он так на челюсть давил снизу. Ну, хороший был тоже уклон такой, полу-нырок с ударом слева сбоку. Ну, это его коронный прием, да. Это еще... Вот хотел повторить, вот. Смит почувствовал его. Ну вот мне кажется, что Смит не пропускает особенно чистых ударов. Он как-то пропускает, проигрывает. Но... Он тоже видит, реакция у него хорошая, в общем-то, на удар. И он видит удары, старается уклониться.
Он, кстати, вот я просто обратил внимание, ныряет тоже. Нырки делает. Вот сейчас Тайсон. Не получалось у него. Ага, Продолжение. Что-то он все время хочет продолжить. да, гонг не для Тайсона. Но это так всегда было. Ну, видишь, там видно рассечение. Да. Небольшое, правда. Там не видно, что было много крови. Просто рассекся. Там, может, головой, может, перчатки. Какое у тебя впечатление вот после 2 раундов о Смите? Ну, Смит что, держится он хорошо, и, в общем-то, я не могу сказать, что он что-то там побаивается. Ну, можно сказать, недостаточно он работает. Он должен свою работу делать. А так вот Тайсона не выиграешь все равно. Ну, может быть, он и не стремится выиграть, Не, сколько ну как? стремится выиграть. А для чего тогда выходить? Мы же не спрашиваем, я спрашиваю твое мнение, как тебе кажется? Может быть, он вот... Ну, вот видишь, нарочек был. Почти Да. в коленке. Может быть, он все-таки вот вышел с намерением Просто отстоять отстоять, да, скажем, первые раунды. раунды, да, а потом перейти в атаку. Очень многие же. Не, ну, может быть, может, это какая-то хитрость, ну... Понимаешь, тут какая гарантия того, что он продержится эти 2-3 раунда каких-то? Может, Тайсон его возьмет да завалит. Ну, видишь, он вот снова клинч, инициатором которого был Смит. Вот, Хорошо, справа, хороший да, боковой. хорошо. Длинный такой, Что в тот момент длинный хук. Тайсон стоял правой ногой вперед. Даже там не хук называется, а свинг, наверное. Да, такой длинный боковой прямой рукой. Сильное рассечение. Да, рассечение небольшое. Тайсону сейчас как раз И Тайсон, забота о том, что будет как можно больше попадать в эту область. ну, мне кажется, что Тайсон сейчас немного злится, или много злится, вот, потому что у него не получается. И Смит все время вяжет, все время Да, ограничивает и все его. время держит его, Да. не дает ему работать. Ну, это еще молодой Тайсон, он более-менее держал себя в руках в таких случаях. Ну, как в руках, ты же видел, как после первого, после второго раунда. Они все Да, равно- да. Ну, для Тайсона это значит держать себя в руках. Сейчас вскользь попал справа Смит. А мне нравится настрой Смита. Опа, вот сейчас идея была хорошая, на удар снизу. Он знал, что Тайсон нырнет, но не попал. Не точно, точнее, попал. А идея была Не хорошая. успел. Да. Просчитал, да. Просчитался. Сначала просчитал, но все равно просчитался. Верно Ох. маневр нашел, но не оценил скорость. Да, вот так вот на дистанции вот так вот надо работать ему. Он же длинно хорошо бьет, и лево боковой бьет, и снизу бьет. Ну что же. Вот ему надо наносить такие вот длинные удары. А он не успевает, так сказать, когда Тайсон атакует, он не успевает отойти, даже разорвать дистанцию. Ну, скорости не хватает. Ну, прежде всего, скорости передвижения. Так, нет, ну тут... На этот раз они, по-моему, решили не продолжать. Тогда еще не было такой ситуации, как известный комментатор Ларри Мерчант сказал после одного из последних боев Тайсона, который закончился скандалом, по-моему, с Орлином Норрисом, когда он после гонга как раз послал нокдаун, что после этого боя журнал Sports Illustrated опубликовал целую серию фотографий, где вот они стоят, так сказать, в клинче в разных позициях, и написал, что в этом бою было больше танцев, чем ударов. Ну, уходит Смит. Все-таки уходит. Так, нечисто, задевает, цепляет его Тайсон. Ну вот Вот попал. попал. Вот справа. Попал, Справа да. хорошо попал. От души попал. Право прямой.
Он эти удары интересов производит, не готовя их. Да. Просто раз справа сразу пробил и все. Никак Такая взрывная у него взрывной удар, да, такой хороший, красивый. не телеграфирует, да, Да. как в Америке говорят. Ну, а Вот опять клинч, да, клинч, спасается в клинче. передвижение. Да, в самом деле танцы на ринге. Они двигаются в паре. Вот и снова клинч. А что бы ты посоветовал Тайсону в такой ситуации делать? Ну, как-то разрывать дистанцию. Разорвал, снова тоже ворваться. Все стоять там, выжидать, наносить удары эти. Надо делать шаг назад и сразу вперед. Повторные атаки такие. Ну, было бы хорошо. То есть оторваться от соперника, но он не под... Ему, кстати, ставили это в вину после этого боя, что не в полной мере он владел этим приемом разрыва дистанции. Или просто ему не надо, может, так переть, ну, вот, чтобы так сломать человека. Надо держать, просто на дистанции, может попробовать на дистанции работать Тайсон. Он же хорошо уклоняется, он хорошо ныряет. Он чувствует хорошо удар, я имею в виду, реакция на удар у него очень хорошая. Ну да. Так вот, и попробовать, может, на дистанции так, работать. Не обязательно же ломать, идти и ломать человека. Надо как-то менять систему. Мы с тобой говорили, мы говорили, что в это время Тайсон уже стал стопроцентным агрессором. Он уже делал только одно. Шел и давил, как бульдозер. Никаких других приемов он не признавал. Он дает указания, видите. Но он говорит, что он пытается просто поймать тебя на удар. Одним ударом решить. По-моему, одним ударом решить пытается Тайсон. Часто здесь. Это у нас 6-й, да? Нет, по-моему, 5-й. 5-й раунд, да. Ну, опять вот ничего не происходит. Мы тут даже с собой тоже отдохнули. Заскучали. А вот, видишь, качал маятник сейчас, и поэтому удар Смита не пришел. Не дошел. Да. Не достиг цели. Да, ну заметь, вот Тайсон больше качает маятник здесь, в этом бою, чем в некоторых предыдущих. Когда вот у него что-то не получается, он начинает... Он искать, начинает искать, начинает вспоминать старое. Ну, разъярил его Смит. Вот так вот, да? Ага, пытался поймать. Тайсон не реагирует, но когда сейчас этот Смит там вот ходит вот по кругу, он же там высмаркивается, там, например. А Тайсон даже не пользуется этим моментом, потому что они профессионалы вообще. Реагируют на каждую такую заминочку интересную. Они тут же врываются в дистанцию, пробивая, да? Вот. Ну, что-то ждет он, наверное. Да, чего-то выжидает. Ну чего? Но Смит здоровый парень, так может и замотать. Тайсон в этом бою весил 99, а Смит где-то килограмма 103. Ну, большой парень. Ну, видно, что он не устал еще, он работает, ходит. Даже ну, такую работу он сильно-то не проводит. Попал Тайсон, наконец-то. Да, но ты посмотри, реакция какая у Смита. Почти никакой. Тайсон попал в челюсть. И... Держит удар хорошо. Держит хорошо, да. О, отлично, правый, повторный правый сбоку. И интересно, из такого неудобного положения он пробил эти два удара.
Умел. Умел, да, он из таких положений интересно пробивает, что и снизу, из самого неудобного положения. Он находится вблизи противника и вдруг неожиданно пробивает справа снизу. И повторно еще. Вот это в этом-то и заключается оригинальность Тайсона. Да, да. Вот эти боковые удары его, снизу удары. Но Смит, по-моему, уже вот как-то в этом... только хотел сказать, что выживает. Вот видишь, левый боковой нанес прям на последней секунде. В общем-то, ну, конечно, все раунды выиграл Тайсон, по-моему, никаких сомнений в этом нет. Но не получается у него его бой. Вот. Не получается. Вот здесь еще зависит от того, как он готов. Мы же не знаем, как он подходил к бою к этому. Хорошо он был готов. Вот именно к этому бою хорошо был готов, да. Это просто напоролся вот на такого спойлера, который сам мало что делает и делать ничего не дает. Если посчитать, сколько они чистого времени провели в клинчах, я думаю, может быть, больше половины. Ну, в общем-то, да. Вот Тайсон, по-моему, тебя услышал, пытается что-то с дистанции сделать. Видишь, не лезет сейчас вперед. Да, начал кружиться, начал на дистанции. Ну да, он понял, что стоит ему... Да, а у Смита неплохой джеб. Это мы еще в первом раунде заметили. И джеб, он бьет джеб и сбоку сразу переводит. Слева сбоку перевел удар. На дистанции, вот видишь, вот ему как раз на дистанции надо работать. А он немножко подгибается. Дразнится. О, Всунул, нет, да, всунул. Снизу. Да, Это называется не сунул, пропихнул. пропихнул, да. Вот опять, видишь, такие головой удар. Локтем даже? Да. Вроде головой, да. А он мне головой и локтем ударил. Он сначала одним, потом другим. Да, но Зулейну рефери нелегко приходится двух таких слонов растаскивать. Но Смит уже просто решил поиздеваться. Последний удар-то он попал справа. Ну он такой, скользь. Вскользь, но все-таки. Тайсон так головой сделал. Он типа того, что оттолкнулся от Тайсона. Видишь? Обман. Ходит, он раз резко удар справа. Он его злит, по-моему, просто. Ну, наверное. Тайсон пытается. Да, он попытается ворваться да. И что-то там сделать в ближнем бою, но эффекта никакого. Сейчас на выходе Смит якобы невзначай ударил локтем в челюсть. Хотя, по-моему, это было очень даже взначай. Ну вот сейчас, вот, смотри, на левую Тайсон должен реагировать как-то. Ну, вот ты говоришь, что он был хорошо готов. Не видно. Он так вообще как чувствует левый удар, он чувствует. Он под него все время с уклоном и пробивал сразу серию. Знаешь, у Тайсона была всегда на протяжении всей его карьеры одна особенность, это которую подметили еще по любителям, что вот если бой как-то не складывался, он иногда, снизу попал, да. Он иногда не то чтобы терял контроль над собой, но так как-то терялся. Вот. И, по-моему, именно это мы здесь и видим сегодня. Он не устал, не вот свежий совершенно. Мы его видим в углу, но... Ну это о чем говорит? На что он не думает в бою просто, растеряется.
Ну, наверное, дело в том, что все-таки это уже не тот Тайсон. Это не тот Тайсон, не 85-86 годов. Не, ну так нельзя говорить, что не тот Тайсон. Да тот же Тайсон, просто он, может быть, и раньше, когда у него был хороший наставник, он ему раскладывал бой, как правильно его провести. И поэтому они так быстро У него кончались. пока тот же самый наставник. Кевин. Нет, ну как? Вот он, Кевин Руни. Не, а вот этот самый... Дамата? Да. Ну, Дамата общее руководство осуществлял. Ну вот, опять все будет продолжаться. Там, всё. О, Оп, хорошо. Поймал. ну мне там еще показалось, что вроде как подскользнулся. Да, и то, и другое был, но он левый боковой все-таки до цели дошел. Снова Смит. Дразнится. Теперь в салочки играет. Только салят здесь. Так, Да, своеобразно. как-то нервно очень. Да, да. Ну, Смит сейчас не дождался, показал он этот левый удар снизу, который он собирался всадить, если Тайсон пойдет вперед. А сейчас левая рука там вниз уходит. Ну это для встречи он хочет встретить. Да, да. Но видно, у него тоже скорость не очень сильная, не очень быстрая скорость руки. Как бы ты вот сейчас уже там во второй половине поединка оценил Смита, вот просто как боксера? Ну, вообще, я скажу, здесь от всего, да, в основном надо работать дистанцию. Он все время вот этот ближний бой лезет, она ему не нужна. То есть это боксер никак не... Такой средняк. Да, не экстра-класс, именно середняк, да. А как тебе кажется, вот были у Тайсона соперники сильнее? У Тайсона, конечно. Да, вот из тех, что мы видели. Не, конечно, сильнее. Были сильнее, да. Видишь? И самое главное, с сильными он почему-то быстрее разбирается, чем вот с таким. Мне кажется, что он Смит недостаточно, может, тоже подготовлен достаточно для такого боя. Ну, мне Потому что вся вот эта беготня, вот эта вся эта игра, это игра самозрительная. Ну, мне кажется, мне трудно себе представить, чтобы в 87 году человек, зная, что его ждет бой с Тайсоном, ну, это, по-моему, Не, поскользнулся, да. он завернулся. Завернул. У нас этот эпизод в заставке есть, там мы его 100 раз смотрели, там отчетливо видно, что ничего Тайсон не пропустил. А вот сейчас левый снизу, то... Только слева. Да, слева, да. Справа нет. Тайсон ушел. Но, по-моему, даже 2 раза подряд вот этот Да, левый снизу. Комбинация Да. проведена была, но Тайсон ушел, а забыл справа. Ну и сейчас в грудь попал. Чуть-чуть активнее, как мне кажется, стал Смит. Ну, в общем, свое прозвище Костолом он, прямо скажем, не оправдывает Нет. сегодня. Ну, у них часто там тоже называют это просто по первому какому-то... Да просто так, называют, случаю, что, да. Там как-то завернулся, за ногу зацепился, споткнулся за спиной. Может, случайно по локтю попал. Ну, И локоть там что-нибудь сломал, а его уже Костолома. но Смит пытался воспользоваться этим моментом. Освобождай руки и бей, говорит Кевин Руни. Да, ну ничего, конечно. Я думаю, что таких острых моментов здесь будет мало опять. Да, зришь спорим, мне говорят, будет мало острых моментов. Бой будет проходить вот так, как он и проходит. Ну вот он видит, даже джеб бьет, он не достает, он и справа. Ну что, если справа вроде так можно ударить, а не сюда.
Он и не бьет. Это Ну да, он так как-то это. обозначает. Вот я смотрю, он обозначает просто удары. И все-таки, вот, Игорь, попытайся ответить на вопрос, на который в 1987 году отвечали, задавали и не могли ответить почти все боксерские издания. Почему у Тайсона, ну, прямо скажем, не получается бой со Смитом? Да ну тут много можно говорить. И неудобный партнер, и может быть биополе какое-нибудь там. Да, мы с тобой уже начали с тобой про ауру, про энергетику и биополе говорить. Да, значит, нас пора увольнять. Значит, мне кажется, что здесь целый ряд причин. Ну, во-первых, вот Смит, конечно, грамотный спойлер. Он, вот эти его клинчи своевременные, да, он всегда, он успевает прихватить как-то Тайсона. Да, он его перехват останавливает, отталкивает, ну так держит, и вот сейчас локтем был удар. Ну, они примерно равны по грязному бою, по грязным приемам. Так что жаловаться никто не должен. Ну вот по идее сейчас тот самый. Тайсон пробил 2 удара. Смит их отразил, там, отбил. Ну, А частично. продолжения почему-то атаки никакой нет. Ни у Смита, ни у Тайсона. И поэтому такой вот бой, он не интересен. В смысле, не интересен зрителям. Поэтому они там... То-то и оно, то-то и оно. Да. Мы, Вот попал справа сбоку. мы включили этот бой в наш цикл, ну просто потому что нельзя бой, в котором Тайсон стал завоевал один из чемпионских титулов, не включить. Но вообще-то, конечно, одним из лучших его можно назвать с некоторой натяжкой только. Ну вот сейчас Тайсон немного проявляет агрессию. Там что, опять задержание, да? По-моему, да. Задержание опять. Вот концовочку сейчас Тайсон хорошо, агрессивно провел. Ну, я думаю, уже, в общем-то, ясно, что бой будет продолжаться в этом ключе. Смит делает, в общем-то, примерно все то же самое. Тайсон тоже. Ну, опять бей джеб, там уходи от ударов уклоном, бей. Ну, по-моему, Кевин Руни сам толком не знает, что посоветовать Тайсону. Сейчас вот справа удар прошел, но легкий. Вот хороший удар был, но Продолжение. нет продолжения. Да. Забавно смотреть, насколько Тайсон меньше Ну, на соперника. голову. Да. Считай на голову. Ну да, у Смита рост 193. Вообще же мог бы пограмотнее пользоваться таким преимуществом в росте. Видно, все-таки он сам себе поставил целью продержаться все раунды. И не дать Тайсону себя нокаутировать, я так думаю. Ну вот я, помнишь, еще в начале боя, зная его исход, и я увидел несколько раз, вот, у меня все-таки именно такое впечатление, я задавался именно этим вопросом. А не вышел ли он, как это вот в американской журналистике, боксерах называется, вышел на ринг, чтобы выжить. Да, не чтобы победить, а чтобы выжить. Чтобы не упасть. Да. И вот у меня тоже ощущение, что вот за всем его этими передвижениями, уклонами, там нет какой-то тактической задумки. Если
только можно назвать тактической задумкой желание уйти от боя. Это же тоже тактика. Да, но жажды победы здесь не видно. Да, зато жажды жизни много. Да, ну, Опа, попал. Меня всегда удивляло, как можно выходить на бой и не работать. Ну, другой взгляд. Наверняка и у тебя были соперники, которые с тобой-то выходили на бой так. Не чтобы побеждать. Не, ну... Все равно каждый боксер по своей структуре, он жаждет выиграть. Какой бы он ни был боксер, все равно. Самолюбие. Да, ну здесь Смит, по-моему, своему самолюбию давно на горло наступил и старается просто вот дотерпеть. Ну, уже злость поугасла. Да, ну Тайсон пробил, так еще посмотрел на него. Интересно. Да, бой, кажется, на открытой арене проходит. Отель «Хилтон» в Лас-Вегасе. Еще раз напомню, что бой состоялся 7 марта 1987 года. И ставкой в нем был принадлежащий Джеймсу Смиту титул WBA в тяжелом весе. Ну и, конечно, титул WBC, который принадлежал Тайсону, но как-то никто не сомневался, что Тайсон и свое отстоит, и чужое заберет. Просто все не ожидали, что так долго все. Да, все предполагали, особенно, ведь этот же бой был после боя Тайсона с Бербиком, с другим чемпионом, которого тот буквально растоптал, порвал, растоптал, там как угодно. И вдруг вот такая тягомотина. Конечно, многие были разочарованы. В общем, Смит, как мне кажется, мог бы разработку написать на тему, как не упасть в бою с Тайсоном. Как удержать Тайсона. Да. Вот скользь, все удары скользь. Да, чисто Смит мало пропускает. То ли дистанцию очень хорошо. Вот сейчас хороший удар справа такой полукросс какой-то сверху. Да. То ли дистанцию хорошо Смит чувствует. Ну, видит все. Он ни одного удара, по-моему, из тех, которые он пропустил, ни один из этих ударов не застал его полностью врасплох. Он как-то все-таки видел. У меня такое ощущение, кроме всего прочего, что Смит такой боксер немножко недоученный. Ну, технически, да, он не до конца. Просто он не использует потенциал. Да, свой потенциал. Он технических данных у них. Он просто технические данные он не может воспроизвести. Может, он и учился всему этому, но он почему-то не может показать. Был отличный рост, длинные руки, ноги великолепные. Смотрите, настроение тела вообще классно. Да. Дистанцию чувствует, чувствует хорошо. Иначе реакция хорошая. Да. Почему же? Вот ему как раз вот и биться-то надо хорошо. Ну, сейчас перехитрил сам себя. Перемудрил. Да. Пока там качался, Тайсон подошел и без дураков вломил. Но все-таки и какая-то беспомощность Тайсона тоже бросается в глаза. Мне все-таки кажется, просто такое временный спад, просто может небольшой. Ну, мы с тобой видели такие спады уже у него и раньше. Да. Эмоциональный такой какой-то видно спад. Вполне возможно.
Вполне возможно. Оп. Справа достал. Последний, да, удар. Да, даже как-то из-за спины. И ведь смотри, Тайсон не устал так, не вымотался. Достаточно свежий. Кто кого переустанет, так если можно сказать. Такая тактика. Не, ну, тут, в общем, такой бой, что устать трудно. Смит вообще ничего не делает. Только двигается по кругу, да и все. Ну а Тайсон пытается работать, но и тоже самым вот тоннаж этот ударов его, он маленький очень. Да, да. Он 5 ударов нанесет, ну и все. Опять. Бедный рефери весь мокрый уже. Да. Весь в крови. Да, вот это не получается. Никак не может войти, ворваться вот так. Смит не дает ему просто. Вот по печени проверил. Уже в какой-то 100-й раз разнимает рефери. Но ничего не происходит. Почти. Да. Тайсон Какой-то встречный был удар. Снизу, потом повторный снизу еще. и все, Ох, справа помахал. Как мощно ударил, вложил удар, все. но мне показалось, что Смит все-таки успел чуть-чуть головой. Не, он Нет? промахнулся. Просто промахнулся? Да. Наверное, показалось мне, что Смит успел как-то чуть-чуть, может, на сантиметр голову подвинуть. А сейчас встретил джебом. Причем Тайсон сам на него насел так. Смит бьет так. О, опять вот попал. Снизу он такой бьет, снизу удар сейчас. Он и, Каждый раз вот. да, он и джеб-то бьет как-то снизу. Ну, в этом бою даже комментировать сейчас нечего. Ну, вот стоят и... Ну да, вот сначала обнимали друг друга, Да. потом Тайсон обнял рефери. В общем, теперь понимаешь, Вот справа, да, справа опять, но опять сквозь. теперь понимаешь, почему журнал Sports Illustrated опубликовал вот эту серию Да. фотографий в танцевальных Вот позициях. снизу слева. Ну, по защите. А он бьет одиночный удар и он пытается что-то сделать. Ну, да, надо отдать должное, но просто что-то у него не получается. Надо отдать должное Тайсону. Он молодец, конечно. Ищет. Но не может найти. Ну, может, просто опыта не хватает. Не, ну как, прекрати, ну опыта уже недостаточно. Да, ну, слушай, человеку все-таки 20 лет. Очень мало. Очень мало. Нету еще 21 года. Боев он провел прилично, конечно, но все равно. Если учитывать, что у них по 5, по 6, по 7 этих самых партнеров, которые находятся у него на тренировках, разнообразными боксерами уже боксируют, там, на тренировке у себя, спарринг-партнеры. Опыт-то есть, это тоже опыт. Знаешь, что скажу? Тут своя правда. Я вот видел Костя Дзю, вот как со спарринг-партнерами работают. Знаешь, видел вот много записей. Вот повезло, видел много записей, как Тайсон со спарринг-партнерами работает. Ты понимаешь, вот с Тайсоном спарринг-партнеры его боялись. Потому что это такая
такой человек был, хотел одно слово. работал жестко. Да, жестко, да. Он их не щадил абсолютно. И они работали так пугливо. Они не давали ему отработать вот определенные вещи. И именно поэтому, мне кажется, я все-таки настаиваю на этом, что какого-то опыта у него не хватало. Последний раунд. Да. Это, кстати, беда многих боксеров, вот такой, обладающих сокрушительным ударом и еще более сокрушительной репутацией. Ну тогда наберечь своих партнеров. Так зачем? Это вот Костя Дзюкс мне говорил, когда я его в Австралии спрашивал, что он так мягко, он говорит, ну выбей я их сейчас, а где я новых возьму? Конечно же, надо набирать их опять где-то искать. Да. Так поэтому надо с ними аккуратненько, ласково. А у Тайсона все время была текучка кадров. Приходили, уходили. Вот. Так что это... Можно бить очень жестко, но с партнером можно работать мягко. Да, совершенно. Ну вот ты же работал там, и со средневесами работал. Я и с маленькими любил работать, и вообще с малышей на ринг загоняешь, там по 2-3 человека, с ними работал. Они гуртом на меня нападали. Хорошая школа. О, язык показал. И попал. Пробил справа, да. Но я вот уже забегая вперед, опять-таки, ну, далеко забегая вперед, скажу, что вот многие поклонники Тайсона как бы этот бой не вспоминают. Вообще я уже говорил о том, что есть целый ряд боев молодого Тайсона, которые его поклонники предпочитают не вспоминать, предпочитают делать вид, что их как бы не было. Потому что это как-то, как им кажется, ну, плохо сказывается на его репутации. Все равно надо смотреть такие вот бои, обязательно надо смотреть. И смотреть вот эти ошибки все, которые происходили. Все-таки они мастера. Да, безусловно. Своего, так сказать, в своем весе, своего класса, они мастера. Вот, Заработать пояс, это надо быть хорошим боксером. Конечно. Вот 4 таких боя. 2 из них мы уже видели. Я имею в виду те бои, которые предпочитают поклонники Тайсона не вспоминать. Это бой с Тиллисом и с Митчем Грином. 3-й видим сейчас, бой с Костоломом Смитом. Ну, а 4-й еще увидим. Вот это те бои, которые прошли дистанцию, и где Тайсон, ну, скажем так, не смог реализовать себя. Попал, хорошо попал. И еще раз. Концовочка. И еще попал. И еще. Ты смотри, лучший удар был последним. Вот Тайсон даже чуть-чуть пошатнуло так. Концовку этого 10-го раунда Тайсон проиграл. Но это только концовка. Это единственное, что он проиграл в этом бою. Единственный эпизод. По-моему, все довольны, что бой закончился. Тайсон доволен, Смит очень доволен, и зрители довольны. Ну, я думаю, что зрители просто довольны концовкой. Да. Ну, что касается Смита, то давайте посмотрим фрагмент еще этого боя. Попал там. Вот, Смит и второй. Ну, вот, зацепил все-таки. Да, вот сверху очень хорошо видно, да, ты прав. Ни тот не попал, ни другой. Видишь, помочь. Сколько ударов, сколько же... Ну, мажет. Дальше, в общем-то, карьера Смита не заладилась. Итак, 120-106 один судья дает.
119. 197, And по-моему, Judge да. Dalby Shirley scores 119, 107. 119-107. WBA, WBC heavyweight champion of the Ну, world, а Тайсон в дополнение к своему Tyson. поясу WBC получает еще и чемпионский пояс по другой версии WBA. Ну, а мы на этом заканчиваем нашу передачу. В эфире с вами были Игорь Высоцкий До свидания. и обозреватель газеты «Спортэкспресс» Александр Беленький. Всего доброго, до новых встреч.